Друзья, всем привет! Вы смотрите Найзадай подкаст. И сегодня у нас интерактив, потому что вы должны придумать, как наш состав называется. Я, Сула и Виктория. Назовите его Драг Металл или Драг Камень, которым мы должны назвать этот сам подкаст в комментариях. И мы обязательно в следующий раз, если будем опять в такой доброй и теплой компании, так его и назовем. У нас не так много новостей, потому что не было ни турнира UFC на этой неделе, ни турнира Найза. Был крутой турнир Top Dog. Из таких больших каких-то событий был турнир PFL, целых два. В целом там тоже были какие-то интересные достаточно бои. Ну и кроме этого, по сути, и не было ничего. Но новости в любом случае немножко подкопились, так что их мы сегодня и обсудим. Еще раз представлю наших сегодняшних ведущих. Сул наш BSKZ. Бонжорно. Виктория 1 на 1 без перчаток. Всем привет. В новочках. Без перчаток в новочках. Без перчаток в новичках и с крутыми инсайдерскими новостями. Ну, начнем с них. Давайте В начнем очках с них. это, да, кстати, да. В очках это многим нравится. У меня есть информация, что у Асула Мабаева поменялся соперник, и Да что ладно. Рамазан Тимиров снялся, и теперь Асу будет драться с Хосе Очоа. Вам знакомо это имя? Нет. Мне не знакомо, но я посмотрела его бой. Ему 24 года, его рекорд 8-1. И 14 июня у него был последний бой в UFC. Он дрался с Коди Дарденом и получил бонус за перформанс вечера. Теперь у Асула Мабаева такой прям такая соперник. свежак, да? Это Все, инсайдерская я понял, как информация. будто это вестник придумал. Это инсайдерская информация из надежных источников. Давайте так сформулируем. А вы можете еще раз ее повторить? Соперник Хосе Очоа. Нет, вообще, сейчас, секундочку, я сниму телефон. В смысле, О, Еще- слушай, Нет, я мать, повторять не буду, потому что мы записываем подкаст. Давайте рассказывать давайте поговорим о том, что это значит для нашего АСУ. Считали ли вы, Миш, вот твое мнение интересно, считал ли ты, ну, вообще был твой прогноз на бой с АСУ с Рамазаном, и А я как не вот, знаю соперника, поэтому я не посмотри могу... Хосе Очоа. Да, сейчас. Его, я, кстати, почитала комменты под его боями, и даже было такое, что его называют Джошуа А где Ваном ты читала на комменты минималках. под его боями? Вот 14 июня, я же сказала, он дрался в UFC, я посмотрела, у него был там какой-то сумасшедший нокаут, и я посмотрела этот нокаут и комментарии под нокаутом. Его прям в сравнивают Инстаграме, в Ютубе. Его сравнивают с Джошуа Ваном. То есть, мне кажется, ну это как бы серьезно. Я не знаю, какое он место занимает в рейтинге Да UFC. никакой у него рекорд. Ну 1-1. да. И поэтому мне кажется, что для АСУ задача несколько облегчается или нет? Или ты сейчас не можешь так Да сказать? нет, я не могу сказать, потому что я не смотрел бой, но в любом случае Тимиров точно был опасный парень, которого мы знаем. И он такой был закаленный уже боями, которые мы знаем, он в Найзе тоже дрался. Ван чемпионшип он дрался. Поэтому Тимиров точно был очень опасный. Бой потерял в плане охватов, потому что все равно противостояние Казахстан-Узбекистан, оно такое и горячее, и интересное. Но будем честными, что, наверное, сейчас Асу Алмабаеву нужно вернуться красиво, и мне кажется, что это хороший вариант. Но опять же, я не знаю соперника, скорее всего, он ударник какой-нибудь. Если ты говоришь Джошуа Ван. Он перуанец. Я не знаю, что это за база, Я что, знаю. какая у него база, но сравнение с Джошуа Ваном... Вот написано, что у него 7 нокаутов из, собственно, получается, 9 побед, из 8 побед. 8 побед, одно Да, и поражение. 7 нокаутов из них. Так что По-моему, это ударник, его второй бой. в UFC. видимо, да. Да, у него 1-1 или рекорд. третий. Второй бой. Второй? Ну, Будет если у него третий, было да. два боя. Мгм. Короче, да, 1-1 рекорд, и я думаю, что да, для АСУ достаточно удобный на бумаге. Но, опять же, все равно там АСУ сейчас готовился под одного парня, такого крепко сбитого, тяжело бьющего, хорошо многостоящего. Я не знаю просто вот про соперника. Ты бы нам сказал бы до передачи, что у тебя такой есть инсайт, а то мы хоть подготовились. Ну, прикольно. Ну, с одной стороны, прикольно, с другой стороны, конечно, бой потеряет, потому что Тимиров Алмабаев это был прям большой бой. Да. И мне кажется, что в любом случае смена соперника перед боем это непростая ситуация, да? Или нельзя так однозначно формулировать? Нет, однозначно нельзя. Все бойцы разные. Ну, я говорю, Тимиров опасный был. Вот он очень Когда опасный боец ударник, готовится он плюс под еще одного, 15. А потом меняется соперник. Ну, поменялся явно на соперника, ну, мы можем так сказать, послабее. А что произошло с Тимировым? Непонятно, неизвестно. Почему.
Я думаю, сегодня или завтра. Но я надеюсь, что эта информация подтвердится. Интересно. А Ещё если как, не приколи, не подтвердится, Я сейчас будет непроверенная Я сейчас информация. дам ее, а она не подтвердится. Ну, это не стопроцентная инфа, но 99. Виктория. А ты Раньше- уже даешь? Да. Раньше Сула был, я скажу так. Давайте как? Давайте сделаем Викторию. Давайте дальше Могу обсуждать. я У вам- нас Нет, же я идет скажу так. подкаст. Раньше у нас... Нет, мы сейчас записываем Нет, я скажу подкаст, так. Раньше и у нас я... у Сулы были инсайдеры, а теперь у Виктории. Вот Что-то такие вот поменялось. инсайдеры у Виктории, да. Виктория Говоркова говорит, что жесткий инсайт прилетел. Сула, вы все-таки Су пытаетесь Алмабаев, сегодня. оказывается, не будет биться с Рамазаном Тимировым 26 июля, да? 26 июля на UFC. Кто у него, вы говорите, замену? Хосе Очоа. Хосе Очо. Это прям реальный инсайт, да? Ну, это инсайд, да. Иначе вы знаете, что такое инсайд для журналистов? Это неподтвержденная информация. То есть, ну вот, типа, короче, отмазалась, да? Вот. Это Виктория говорит. Помахайте рукой, Виктория. Привет. То есть, вот такой инсайт, вот такой хабар, друзья. Что думаете по этой теме? Давайте общаться в комментариях. Как ты будешь вообще в комментариях с ним подкасты пишешь? Да. Ничего страшного, это же не означает, что все на этом. Ну ладно. Окей, ну прикольно. А что тебе рассказывали, если ты просто общалась с какими-то инсайдерами, что рассказывали про подготовку Асу Алмабаева? Они сейчас были в горах, я так знаю, вот под руководством Эдуарда Базрова. Сейчас, я так понимаю, в сбор вернулись и совсем скоро уже как раз в Абу-Даби вылетают. Так они же уже вроде бы вылетели. Уже Вот даже на выходных, вот, да. я видишь, даже такого не знаю. А Расскажи что, нам. Я про не инсайдеров. знаю, что рассказать. Я знаю, что Асу готовился. Я знаю точно столько же, сколько и ты. Но единственное, наверное, знаю, что он уже улетел. Ты еще знаешь инсайды, ты больше Да. не знаешь. Вот. И я очень верю в победу Асу, потому что, мне кажется, сейчас ему нужна эта победа после ну, вот, поражения. И мы все, ну, я лично в это очень верю. И действительно, Рамазан серьезный соперник. Он дрался в Назе. Мы видели, какой это крепкий парень. Про Хосе мало что известно. И вот это все так быстро сейчас... ну, то есть мы не успели много изучить, посмотреть на этого парня. Но... не знаю, насколько, если верить, ну, или вообще опираться на рейтинге, то боец, ну, это замена для Асу более, ну, выгодная, что ли. Окей. Хотя парень крепкий, посмотрите его последний нокаут, это, ну, вот, для меня, ну, было серьезно. Что еще по инсайдам? Что-то есть? Давайте дозировать. Сула, Нет вообще. мы тебя просто знаем как человека, у которого был инсайдер, который постоянно У что-то меня нет рассказывал. инсайда. Все, Сула теперь уже общается в комментариях со своими подписчиками. Не-не, я не общаюсь в комментариях. Я вообще не общаюсь никогда ни с кем. Я просто загружаю. Теперь я хотела Виктория, бы... смотри, какой ты внесла хаос реально в передачу. Сула просто вылетела Женщины всегда на вносят несколько минут. хаос. Окей, ладно, пока Сула общается. Или у тебя что есть? Я хотела обсудить предстоящий турнир на Ну, давай известность. сейчас, Просто чтобы не было Да, UFC. чтобы Сула включился, потому что... Смотри, он разместил уже, говорит, чтобы Сул, я тебя слушаю. Я же быстро разместил. Надо Ну, так я быстро тоже. делать. Сул, пока тебя даже... Короче, чтобы Сула включился, пока у него есть время, я хочу вот о чем рассказать. Во-первых, я когда в зоопарк ходил, просто забавная история. Я Суле вчера рассказывал ее. Мужчина, короче, подходит ко мне и говорит: о, Михаил, здравствуйте. Говорит: ничего себе, вы в зоопарк ходите? Я говорю: да, ну, с ребенком ходил. Я говорю: да. Он такой: а Сула тут есть? А он думает, что вы всегда Ну, вместе видимо, да, ходите. да. Я говорю: нет, там типа нет, ни Сула, ни Дидара, никого нет. Я говорю: хотя фамилия, говорю, подойдет, сейчас он тоже с ребенком там был. Вот, короче, ему привет передаю. И еще тоже подошли ребята, на тренировку вчера ходил, и молодой человек, 17 лет, по-моему, сказал: каждый выпуск на СДС слушаю всегда, когда на тренировку еду, в понедельник включаю, или с тренировки, не помню точно, короче. После чего, да? Извините. Ну, Савел, я тоже тебе привет. И вообще всем привет, кто встречает меня где-то и на СДА передает привет. Вот, или Вестник Мэй. Очень всегда приятно, спасибо. Пользуясь случаем, я тоже хочу сказать, что мы читаем все комментарии, и мне лично очень приятно, когда в комментариях я читаю, что вы оцениваете мои совершенно неэкспертные знания. Правда, спасибо всем, очень приятно, что среди, ну вот как мы принято считать такой токсичной ММА-среды, по отношению лично ко мне все очень комментарии приятные. Спасибо, что смотрите, спасибо, что ну,
так снисходительно относитесь к тому уровню экспертизы, который у меня пока что есть. Но я стараюсь, я изучаю, я... Да не, Вика, уже, смотри, начиналось с чего, да? Почему мы сегодня пришли, инсайды есть, какая-то аналитика уже есть вообще. Скоро Я будешь. буду стараться. Сегодня мы пытались Викторию посадить в центр стола, Сула пока не разрешает. Но вот после сегодняшнего выпуска уже то, что инсайдов у Сулы нет, а у Виктории есть, мне кажется, надо пересмотреть. Расстановку Да, сил на... Сула, что думаешь? Я, Виктория, просто не делайте так, чтобы я Не вас надо. кричал. Давайте поговорим про турнир Найза, потому что, мне кажется, это будет очень классный очередной летний турнир в городе Актау, в отеле Риксос. Это просто сказка. А какой главный бой? Какой главный? Вы не знаете, а сегодня я инсайдер. Нурбек Абдрахманов будет защищать свой пояс. Против кого? Против китайского бойца. Когда я готовилась к Не Кыргыза? Нет, Что-то против Кыргыз же был сначала. китайца, когда я готовилась к нашему подкасту, я долго спрашивала Жандарбека, как его... Ну, то есть у него очень сложное имя. X, Y и краткое там присутствует. Я знал, что Сула сейчас скажет. Его зовут, если я заранее Да. извиняюсь, правильно произношу, Бальваен Женис. Это А если он теперь китайский женится после боец. этого на тебе? Женится на Ты мне? же сказал Не ему, надо. воен, женись. У него рекорд 19-7. Он дрался в Рот UFC, да. роту UFC и один бой провел в UFC, да. И я считаю, что это достаточно серьезный соперник для нашего Нурбека. Нурбек после поражения от Киосы, как мы помним, и ему очень нужна эта победа. Мне кажется, тогда Нурбека засудили. Он выиграл. Давайте поговорим об этом в комментариях. Я в деле. Жду вас в комментариях. Ну, окей, я честно опять тоже, если чуть заранее бы узнал. А уже была Уже афиша? анонсы даже есть. Серьезно? Да. Я не видел афишу. Вот. Ну, окей, тогда. Я просто видел афишу общую, что точно Нурбек будет драться, а что соперником. Есть, да, сегодня мы Вот положили. сегодня, я Мгм. поэтому говорю, не успел посмотреть. Хорошо отдыхали вы, Михаил. Не, какие, я хорошо работал как раз таки, а не отдыхал. Вот, поэтому я тоже не могу ничего сказать про соперника, я изучу обязательно к следующему выпуску буду иметь какой-то... У меня есть еще, ну не инсайт, но наверняка Да, вы... что просто... Да говорите, Виктория. Я Сула, прям, сколько мы выкладывать приемлем. уже можно? Сейчас будут в комментариях писать, Сула опять отключился. Да. Про бой Абу Нурбулата ты знаешь, да? Что Я опять же знаю, что Абу дерется, а соперника я не знаю. соперник, я сейчас тебе скажу, Шарапудин Магомедов, наверняка. ты его- Шарапудина я знаю. Очень, кстати, серьезный парень. Да. Шарапудин Магомедов. Да, не Шара будет, это тоже у него похожее имя. Это спарринг-партнер Петра Яна. У него, по-моему, рекорд 7-1, если я не ошибаюсь. Очень, очень сильный парень на Союзе дрался, побеждал. Борьба на уровне, ударка Его на рекорд уровне. 7-1. Да, я сказал 7-1. Борьба на уровне, ударка на уровне. Очень-очень серьезный парень. Так что Абу будет прям непросто. Потому что, ну, это прям уровень точно уже. Да. Что И ты знаешь, Петр- что Нурбек объявил этот бой претендентским? Да. Что если Абу выиграет, он может претендовать на пояс. Если, 61. ну, с Достаном, да. А Дастан будет драться, интересно, с собой было? Вот это вопрос. Потому что, ну, насколько я знаю, что Достан и Абу с Достаном не хочет драться, и Достан с Абу. Ну, как обычно у нас ребята почему-то вот не хотят. Концовка грустная у новости, а начало хорошее. Очень конкурентный бой. Вот когда мы говорим про какой-то сильный матчмейкинг, то это точно не проходной какой-то поединок. Вот. И я бы даже фаворитом бы взял бы Шарапудина. Абу... Да, Абу, да, я бы взял бы фаворитом его. Абу хороший, физически сильный, но прям Шарапудин, я его бои вживую видел, очень прям на уровне. И не просто такой Петр Ян, там несколько подготовок подряд. К этому бою, по-моему, нет, хотя не знаю точно. Но до этого точно брал себе в лагерь, и Шарапудин с ним всегда вместе работает. Ну, не всегда, там 3 подготовки точно они вместе работали. Очень заряженный парниш. И быстрый, и технический. То есть твой прогноз... Ну, не прогноз, сейчас по кэфам, ну, я бы сказал бы, там, не знаю, я бы 70/30 бы дал Шарапудину. Да, он сильный, он прям очень сильный. Хороший соперник. Абу красава, что согласился. Ну, по-другому как бы не вырастешь. А вот надо принимать сильные бои. Если сумеет победить, то
Прям, да, это крутая будет заявка. Но, с другой стороны, он как бы не хочет потом тратить за титул. Миш, а вот я хотела с тобой чуть-чуть отвлечься от нашего мейнстрима и задать такой вопрос. Вот ты сейчас сказал, молодец, что принял такого крутого соперника. А вот стратегия правильная какая? Ведь принимать сильных соперников и, ну, повышать риск поражения, или все-таки подбирать грамотных соперников, подбирать проходимых, скажем так, соперников и идти к набиванию рекорда? Стратегия для чего? Для того, чтобы попасть в UFC, давай так. Ну, для того, чтобы попасть в UFC, надо идти все-таки, наверное, по наименьшему пути наименьшего сопротивления, в принципе, наверное. Но, опять же, делать это не как-то зашкварно, потому что сейчас вышел на портале Шердог, и я про это хочу пост написать. Сегодня начал писать, просто он довольно большой получается, не успел доделать. Расследование о том, что вычислили еще одного очередного некомпетентного, а человек, который подлоги совершает какой-то. Мошенников. Короче, да, еще. Подлоги с рекордом? Подлоги, да. Короче, как работает система на Шердоге? Есть менеджеры, которые верифицированы у Шердога. То есть, которые знают, что они работают там надлежащим условно образом, долгое время с Шердогом. И они отправляют по турнирам, по бойцам какую-то информацию, где они дрались, там, на каком турнире, рекорды с турниров. Иногда по старым боям, иногда по новым боям. Вот. Но нужно быть верифицированным на Шердоге, с кем они давно работают. Есть один некомпетентный менеджер, который работает как раз с бойцами Центральной Азии. У него, я его честно не знаю, у него причем псевдоним там на Шердоге, фамилия Кусто. Короче, я про такого не слышал чела вообще ни разу. Но, мореплаватель. да, мореплаватель я знаю, но мореплаватель да, не работал все-таки. Во-первых, с Шердогом, а во-вторых, классную передачу да, на Первом канале все время вел. И шапочки у него классные были. Очки. В Петербурге, кстати, есть училище. Я не удивлен, если в Питере это по-любому, да. Да, классный дядька. Вот, но... А Кустос Шердога оказался... Кустос Шердога оказался мошенником, и он работает с кыргызскими бойцами, по-моему, с одним казахским бойцом, с узбекскими бойцами. И он, там вообще жесткая история, про него хочу написать. Был очень грустный случай, когда в ACA погиб боец из Узбекистана, после боя скончался, у него было кровоизлияние в мозг. И бешеного рекорда. Нет, у него рекорд был... Он реально хороший боец был, у него рекорд был 10-2. Вот, он с Бесланом Исаевым подрался и после боя погиб. Ну, не погиб, правильно говорить, вот, от кровоизлияния в мозг. Он впал там вот в кому, я так понимаю, и не приходя в сознание, умер. И суть в том, что вот этот чувак, который менеджер, он своему бойцу, это как бы смешно и грустно, потому что умер уже боец. Он своему бойцу в рекорд добавил победу над этим парнем, когда он уже умер. То есть вот настолько чел, да, настолько чел, ну вообще безбашенный. Потом добавлял какие-то аккаунты 12-летних детей, там типа видео делает, доделают разбор сегодня. Надеюсь, время будет. Ну, максимум, край завтра. Интересный материал будет. Вот я к тому, что почему все это делается? Потому что действительно матчмейкеры смотрят на цифры, вот в первую очередь, и уже там мертвый боец не может сказать, там, и менеджер его, наверное, не будет это проверять обычно, что типа такого боя не было, потому что уже бойца нету. И вот ищут каких-то бойцов, которые завершили карьеру, которые там сейчас там, не делают, и, там, либо убирают их, от них поражения, либо добавляют над ними победы. И если мы говорим про вот какие-то истории там, ребят, которые попали в UFC, была, например, тоже громкая история, даже две такие прям громкие истории были, когда в UFC попадали бойцы, один боец из Украины, Мажаров фамилия у него, он просто себе нарисовал рекорд, убрал поражение, и у него там настоящий рекорд там условно был какой-то, не помню, 10-8, он себе сделал там 25-2 условно. Убрал как-то победы, добавил какие-то из кикбоксинга поражения и попал в UFC. В UFC его в первом же бою Мэнфилд жестко избил, и потом это все раскрылось, потому что стали люди смотреть, типа, странно, почему у него там бой с кикбоксинга в ММА стоит, там кулачка какая-то, просто там бой со двора тоже. И, в принципе, его быстро вычислили, и с UFC, короче, под зад ему дали, и его оттуда выбили. Вот. Но еще были тоже случаи подобные. Но при этом, вот, это рабочая схема. Если ты себе нарисуешь хороший рекорд, к которому будет не прикопаться, то попасть в UFC можно. Вот, это такой простой рекорд. Простой путь достаточно. Есть еще тоже, ну, его вычисляют. Есть тоже достаточно легкий путь, это Contender Series. Contender Series как раз не любят бойцов с большим рекордом, потому что суть передачи в том, что они ищут именно новые имена.
А вот если ты там Эдуард Вартанян, там, то тебя не захотят там видеть, тебе уже там 30, больше 30 лет, у тебя больше там 30 боев условно. Ну, около 30 боев, то такой не нужен. Им нужны там рекорды 5-0, что-нибудь такое. 6, там, 1, не знаю. Короче, вот такие какие-то небольшие рекорды, молодые имена, которые еще неизвестны, и какой-то классный образ. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Достар, біздің ұжымымыз бұл жерде енді түні күні ұйықтамай жұмысын жасап келатыр. Оның мен соны көре отырып сіздерден бір нәрсе сұрағымыз келеді. Мына видеоларды көре тұра сіздер көптеген көрсетілім бересіңдер, бірақ кейбірлерің жазылмай қаласыңдар және пікірлерің жазбай қаласыңдар. Сіздерден сұрайтынымыз, жазылыңыздар, мына қоңыраушаны басып қойыңыздар және де пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біздер үшін ол өте керек нәрсе. Сондықтан күтеміз. Вот. Ну и есть какие-то истории, когда ты реально какой-то заслуженный у себя боец, но опять же СНГ сейчас не особо подписывают. Например, история Юсуфа Раисова, она говорит о том, что ты можешь быть там одним из первых номеров. Вы не подписали? Нет. Зачем? Ну, все, он уже возрастной, у него там своя СНГ аудитория. Ну, Зачем да. он? Еще один парень с России. Вот им как бы это не нужно. Да. Поэтому, Классно будет. может быть, еще, ну, я надеюсь, что подпишут, потому что я тоже бы хотел бы Юсуфа увидеть. Но у него сейчас, например, там схватка уже назначена. России? Нет, не в России, по борьбе будет выступать в России. Ну, я к тому, что он сейчас под борьбу готовится, в Дагестане будет. Новая лига открывается, кэтч называется. Или коч, как правильно английский. Типа поймать, кэтч. Вот, новая лига кэтч. И... То есть, отвечая на мой вопрос, ты считаешь, очень что много разных это индивидуально? путей. Да, очень много разных путей, но если мы говорим... Я думаю, что сегодня бойцы должны понимать, что в СНГ они могут зарабатывать деньги, в СНГ они могут делать какую-то крутую историю. Примеров как бы хватает тоже, опять же, потому что многие бойцы не хотят, например, ехать в UFC там на 14 там, плюс 14, сколько, 17 плюс 17 тысяч долларов, а вообще в контендер не хотят идти, потому что платят 5 плюс 5, потому что, например, в том же ACA, например, Артем Резников, он зарабатывает там, ну, очень большие деньги, намного больше, чем... У тебя, кстати, классное интервью с Артемом, я посмотрела Спасибо. прям. Чем начальный. Советую. Да, Артем, кстати, возможно, не возглавит, но будет в мейнкарде точно турнира ACA. Почему не который- возглавит? Не знаю, потому что я говорил, что он возглавит, и мне потом в комментарии написали, что Да, я Асланбек Бадаев, или где-то мне сказали, не ты мне сказал? Кто-то мне сказал, что Асланбек Бадаев где-то, Сказал, что будет другой сказал, бой. что будет другой главный бой. Ну, не знаю, может быть, другой. Так, Кого? Нормально Успанова хочет, что ли? может, реально переговоры будут. Какого ты говорил числа? 19 сентября. Классно. Тепло будет, уже, не будет так жарко, надеюсь. Да. На Алматы-арене, да? Хотят Алматы-арены, но надеюсь, что поменяют. Конечно. Мы только, да. Лучше Алматы, лучше Балан-Шалаха ничего нет вообще. Мне тоже кажется так. Вот, и да, я к чему говорю, что вот это решение Абу Нурбулата, он рискует 100%. Мгм. При этом риск, на мой взгляд, оправданный, потому что в случае победы о нем заявят как о реально бойце топового уровня. Мгм. В случае поражения, ну, будет поражение, ничего не заявят. Но в случае победы заявят как о бойце топового уровня, и мне кажется, что
в его уже положении Абу Нурбулат это сильный парень, который хотел уже драться за титул. Он тогда, по-моему, вес не Вес сделал. не сделал, да. Вот. В его положении это правильное решение, но это риск. А тогда еще один вопрос. Смотри, ну, забегая чуть вперед, если при условии, что Абу выигрывает, проходит этого сильного бойца, и все-таки поединок Дастан и Абу состоится, тогда вот ты бы на кого Не, ну я хочу посмотреть, это тоже, это уже, знаешь, за спину прям заглядывать. Я хочу посмотреть, как, ну, если Абу покажет, что действительно какие-то скиллы, которые там могут нейтрализовать там борьбу Шарапудина, или там, например, наоборот, будет он... Просто Абу, он же борцуха, если я не ошибаюсь, да? Абу Нурбулат. Хорошая борцуха. Вот, Шарапудин тоже хороший борец уровня, он причем такой юркий, быстрый, именно технарь борец. Абу больше физик. Физик, Вот, да. если у него получится технику, да, победить своей физикой, то думаю, что у Дастана будет большие проблемы, потому что Дастан, он как-то совмещает вроде физику и технику, но тоже он такой более техничный какой-то. То есть он Тебе больше... понравился последний бой Дастана? Последний бой Дастан, ну, не знаю, то есть соперник не его уровня был, но первый бой парень зубы показал, прям классно было. Но уже второй раунд, он все в первый раунд свой заложил. Вот. И я ждал, что Дастан какую-то, не знаю, супер вертушку, сальто сделать, потому что он с этим уровнем соперника мог делать намного больше интересного, чем он сделал. Но в целом уверенная победа, как без проблем. Ты видишь Дастана в UFC? Ну, как вижу, в В смысле, прямом смысле. вижу, ну, могут его подписать в целом-то, почему нет? Я имею в виду, как... Или как конкурировать, типа, видишь? Да, как вот бойца, которого там, допустим, вот сейчас вот. Ну, пока вот он, мне кажется, что он осторожничает. То есть, вот, например, вспоминая его бой с Вячеславом Сущевым, он там, говорю, не пытался рисковать. И из-за этого, мне кажется, что такой не любят в UFC точно. Они же, наоборот, больше нацелены кикбоксеров, там, типа, тайцев. Они любят ребят, которые рискуют. Потому что просто лежать, за спину забирать, там таких бойцов много уже. И люди такое не выкупают. Дастана еще надо посмотреть вне дома, я считаю. Как он вообще себя чувствует вне Казахстана. Потому что вот, несколько наших бойцов посыпали же. Поехали в другие лиги выступать. И... Ну, кто-то посыпался, а кто-то, наоборот, не знаю. Кто-то, вот да, вот Ерин Жахан Гаипов. Шабалан очень хорошо себя показал. Ерин Гаипов тоже себя очень хорошо показывал. Ну, Ерин Гаипов это же, то есть тот старый волк вообще. Это, Жалгас тоже. к нему вообще. Такой. Не, это волки. Сейчас ты говоришь про жестких волков, которые там палец в рот не клади, они там по локоть откусят. Это же совсем другие. Я и говорю про, к примеру, опасно говорить про него. Если Я просто напоминаю, что ваш... Почему? Потому что Жалгас, по мнению Сулы, лучший боец Казахстана. А вы считаете его лучшим бойцом Казахстана? Я считаю его классным бойцом. Да. Осторожнее теперь. Возле души не ходите. Не надо, не надо. Я имею в виду, вот смотри, Елжан Алиаскар. Ты смотрел его поединок по Монголии? Я видел. Господи, от того просто невозмутимого, неукротимого вообще просто вот это пышущего энергией, характером, какой-то силы и выносливости Елжан, там ничего не осталось. Не то, что ничего. И он совершил такие ошибки, которые, ну я не знаю, зачем он полез. Ну там, допустим, он совершал ошибки, которые, ну нельзя ни в коем случае допускать. И это была просто блеклая тень того Елжана Алиаскара, которого мы видим здесь в Казахстане. И я предположил, я с Азизом Разыевым общался по этому поединку. Мы с ним встречались, обедали. Конечно, такое впечатление складывается, что он такой домашний все-таки боец. Вот мне интересно, как насчет Дастана. Каков он? Потому что вот эти вот у него все-таки есть. Да, даже несмотря на поражение по очкам от Султана Жолдашбека, шикарный поединок показал. Шикарный. А потом что-то непонятное со Свящевым. Так скажем. Меня, знаешь, что вот напрягло в Дастане? Я помню, что когда с ним общался до боя с Жолдашбеком, он мне тогда сказал такую вещь, я тогда очень удивился и даже прям переспрашивал. Он сказал, я сейчас типа заберу пояс и все, и завершу карьеру. Я думаю, так у тебя карьера-то еще особо не началась, по сути. Он хотел после победы над Жолдашбеком, ну у него были такие мысли, вот прям, я наш разговор помню, я тогда очень удивился, потому что, ну как-то рано завершать карьеру, когда у тебя Только там пошел. 6 боев. Да. Мы записали с Достаном интервью, скоро выйдет на BTV.
1 на 1, и мы про это поговорили, про его планы насчет UFC, про то, что есть вот такое, я не знаю, как понятие, мы не деремся с местными, с казахами, да, казах с казахами. Все это обсудили, так что Дастан не хочет завершить карьеру. Ну это хорошо, да, я вот говорю, это было, когда был бой с Жолдашбеком, и, видимо, поражение как раз ему как вправило мозги, скажем так, что круто. Потому что вообще, мне кажется, вот эти мысли у бойцов, которые там еще не чемпионы UFC, о завершении карьеры, они прям очень, не знаю, преждевременные, какие-то неправильные. Возможно, Айбек Агай ему в мозги вправил. Может, Айбек Агай может. может и так. Вполне. А тренера много. Вот, кстати, вот мы вчера только общались по поводу Тимура Серкула С кем? с Нурбеком Мулыковым. Мы вчера, короче, я ходил Мы видели. на Сундитой, на Сундитой какой там, Цаукису. Вот. И у нас там вот такая вот, знаете, вот, насколько все-таки вот мы поговорили про Даниша Дунгимбаева. Вновь буду говорить про Даниша Дунгимбаева. Я когда у него брал интервью, вот у меня Даниш еще говорит, он сейчас где-то, говорит, там в Дагестане тренируется, Тимур. Мы с ним, говорит, нет, говорит, созвонимся по видеозвонку. Он мне рассказывает, что я делаю. Я говорю, ну, делай. Так, если что, так я вот так слегка, говорит, подправляю. Но потом мне Даниш говорит такую вещь. Когда, говорит, пришло, говорит, предложение биться за чемпионский пояс и с Саралаповым, был, говорит, главный вопрос. И Даниш вообще, говорит, я, говорит, подошел, говорит, Тимуру и сказал, братан, ты вот это и вот это, если сделаешь, ты его по-любому выиграешь. Вот у меня впечатление, что у Тимура Серкула до этого ни с Азизом Разыевым, ни с, тем более с Эдуардом Базровым, там вообще там развалилось, да, если что, не смогли они найти вот тот правильный ключик для Тимура Серкула, чтобы он показал вот свой просто обалденнейший поединок. Поэтому я же говорю, возвращаясь к Айбек Агаю, возможно, он Дастану также подобрал то слово, которое надо было подобрать и сказать, вот яркий пример Тимур Серкула. С Азизом не пошло. С Эдуардом тем более не пошло, он ушел от него. Пришел к Данишу Дунгимбаеву, и Данишу хватило вот 2-3 слов, но уверенно сказать, так, чтобы пробиться в его сердце. И Тимур показал просто фантастику. Но я бы все-таки не была такой категоричной и не формулировала так, что не пошло, не получилось. Да, Тимур ищет своего тренера, но все-таки открыли его как бойца. И Эдуард возил его в Осетию и тренировались. Ну, то есть он открыл, эти тренеры открыли его и дали ему все-таки какое-то направление. Да, он растет, он ищет своего тренера, это нормально, но давайте не будем умалять услуги других тренеров. Именно так, Виктория, никак иначе. Вот это все, что было сделано до Даниша, я говорю, это все тренировочки есть в любом месте. Почему мы тогда не возьмем его раннюю карьеру до Дартима? Давайте возьмем, скажем, ты, вот кто конечно. Самый главный. Ну, у него не было карьеры, ну, он где-то ж тренировался. Ну, он боксером был уже. Вот, тогда вот они все там, и Эдуард, и Азиз, и тренер по боксу, они там. А человек, который, то есть у него в 66 были проблемы. Этот человек переходит в 70, и у него уверенность в том, что он победит. У него в 66 такие проблемы, когда его бьют и делают ему ТКО. Хотя у него не было проблем со сгомкой веса. Здесь он набирает и слышит правильные те слова, которые нужно было сказать. Так что... Ну, каждый должен найти своего тренера. Это не вот, значит, вот, что... Нет, я что-то по-другому сказал? Ну... Я как раз таки сказал, что он как раз таки нашел тот ключ. Да. Не Эдуард нашел этот ключ. Не Азиз нашел ключ к другим. Давайте, да, нет, это факт. Вроде не нападает, это просто тоже еще надо смотреть, наверное, в каком-то, ну, в перспективе. Сейчас он с Дамешем сколько? Пару месяцев получается? Нет, почти год. Почти год, окей. Вот, поэтому пацану 22 года. Все впереди. Вот, поэтому я говорю, да, лучше посмотреть именно в какой-то перспективе. В динамике. В динамике, я да. согласен с тобой, но завтра может... уже как бы так, знаешь, так, что типа чемпион на язык, как бы так. Нет, смотри, в не проиграл Тамерлану Сарлапову, который был тяжелее его, только на взвешивании. Насколько он был тяжелее его там,
непосредственно когда он выходил в клетку, это вопрос, он визуально выглядел больше. Говорит то, что там у них был примерно одинаковый вес, вообще не буду говорить это. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. То есть я считаю, что и он стал чемпионом на язык в самом конкурентном весе. Разве это не результат? Это отличный день. Как это будет дальше? Окей, уже здесь все зависит, конечно же, от самого Тимура Серкова и всего в этом роде. Но результат каков? Шикарен. У них не получилось с ним в 66, а он сделал это в 70. Ну, типа, браво. Если что. Уже это результат. Это не та тема, то что, сейчас посмотрим, что с тобой будет. Так вот оно уже произошло, он стал чемпионом. Окей. Что дальше у нас по темам? Новостям? Виктория? На меня смотришь? Да. Ну, уже У вас главное, сегодня инсайды. У меня больше нет инсайдов. Давайте обсудим вот. Ну, предстоящий турнир UFC, который будет Предстоящий неинтересный. 12-го неинтересный, а потом интересный. Потому что там будет драться Ислам Даутов. Что? Вы что, не знаете? Нет, я знаю. Ты просто сказал. Я не знаю. Ну, Боец это модель модель. Версачи. Боже, господи, я должен это знать? Ну, это сильный боец. Да? Мне пока непонятно, сильный он или нет. Пока про его какие-то качества бойцовские не всем понятно, у него не так много Ну, боев. хорошо, там будет Роман Копылов драться. Его знаете? Знаем. Роман красавчик. Роман Ты просто как-то красавчик. перепрыгнул, это же вообще... Да, вот если вы сказали Роман Копылов, я сказал, вот это круто. Давайте поговорим про лучше то, что было. Про Ну, Ислама А, кстати, Да, он этого будет не не за... А, он же 84, да, Копылов? Копылов, да, 84. А когда у него вообще титульник? Вообще обещают ему? После этого, да, после Чимаева Нет, ему Дегресси? не обещают никакой титул. Нет, куда? У него победа с поражениями. А победа, ну, в любом случае, победы такие. Нет, сейчас и красивые. Маву Подожди, обещают. как это справедливо? У него, по-моему, за последние 3-4, по-моему, только одно поражение, нет? Нет, он проигрывал... Да нет. Да? Он, Была, верю. короче, забыл. Ну, он красавчик, фамилию, он мексиканца. красавчик. Латиноамериканскому бойцу проигрывал. Короче, что касается Копылова, нет, ему еще прям далеко. Да? Да, точно было. Ну, что там такая же Для тема была, титула там, он когда... крутой ударник, но у него есть проблемы с борьбой, которую он в Дагестане Он будет с Костой, да? в целом зафиксил. Да, но Косту типа слетел, их перенесли А, да? в поединок, да. Вот я не знаю, правда, что делать. Короче, их перенесли в поединок, возможно, да, в следующий день, не помню точно когда. Можно обсудить топ-дог турнир. Кстати, ты говорил, очень классно. Да, классный турнир, там БС из Казахстана тоже дрался. Вот. И в целом... Мне понравился твой пост, извини, я тебя не перебиваю всеми каналами, про то, в принципе, про тренд, как кулачка набирает и как не набирает ММА. Давай вот об этом поговорим. Да, вот для меня, там как раз дискуссионный момент, и было бы прикольно про это говорить, для меня кулачка, вот в прошлые выходные, получается, она победила ММА, потому что ММА не может ничего конкурентного ей предложить. Потому что кулачка смогла выйти из своего информационного пузыря, они... А за счет чего? Ну вот, я сейчас расскажу. Во-первых, они взяли человека, который является мировой звездой, именно мировой звездой в музыке. Это Алекс Тейбл, это певец, тяжелый рок, очень популярный в Америке. У него там коллаба сейчас с топовыми американскими звездами. И у него огромное количество подписчиков в социальных сетях, там, в Ютубе несколько миллионов, в Инстаграме там миллионы тоже. Вот. И он реально типа популярный на Западе певец. Взяли главу лиги Топ-Дог, это Даниил Регбист. И в чем крутость Дани, что он участвовал сейчас в шоу «Титаны», которое стало очень популярным, и он стал именно телевизионной звездой в России. И у нас есть телевизионная звезда в России, которая выходит за информационную плоскость, да, единоборств. И есть звезда тяжелой музыки, которая тоже выходит за информационный пузырь единоборств. И эти два человека показали крутой конкурентный бой на кулаках, с кровью, там, с инициативой, которая переходила с одной стороны в другую. И то есть... И ты считаешь, вот это секретный ингредиент? Ну, конечно, да. То есть твой продукт, который у тебя нацелен всегда на информационное поле единоборств, посмотрели люди за миром единоборств. То же самое было в боях Конора Макгрегора, потому что о бое Конора Макгрегора его и ждали, и знали люди, которые вообще не следят за единоборствами. И это самый главный секрет. И вот ММА сегодня не может такого предложить, к сожалению.
А вот Кулачка смогла, и прям супер успешный кейс получился, плюс очень мощный у ребят был продакшн, сейчас Топ-Дог делает самый крутой продакшн в СНГ, да даже, наверное, не в СНГ, я думаю, что и в Америке. Да, у них анонсовые ролики прям. Я не знаю, да, кто такой может делать. В целом, вот ребята вырвались из своего, уже 5-й раз повторяю, информационного пузыря, но мне кажется, это прям важная мысль, которую нужно запомнить. Поэтому это очень круто. Мне прям это понравилось. Я к Кулачку тоже отношусь так. Я вообще не могу смотреть очень. Ну, я могу смотреть. Ну Страшно. да, жестко там, типа, конечно, да, Кошмар. снесенные лица, постоянно какие-то опухоли, сечки, вот, такое насилие, выкрученное на максимум. Но именно в плане медийки пацаны реально всех дернули, и, конечно, им большой респект. Слушай, а вот, может быть, это в целом тренд такой? Вот в Турции проходил турнир, ну, по боксу. И там, я вообще не знаю ничего про турнир, но я знаю, что там была Наоми Кэмпбелл. То есть приглашают вот таких Да, звезд в конечно, это качестве правильно. гостей. И... Ну да, чтобы они выложили в Инстаграм, Мгм, что-то. мгм. Им платят за это деньги, правда. Ну, я думаю, сказать, Наоми Кэмпбелл небольшая фанатка бокса. Но в любом случае это правильное решение. Тебе нужно постоянно черпать новую аудиторию. Я говорю, что сейчас, в принципе, в ММА ситуация такая в единоборствах, не только в ММА, что нету уже прихода новых людей. Есть люди, которые уже следят за единоборствами. Их на самом деле не прям так много. Я думаю, там по миру миллион, наверное, пару миллионов, может, соберется. Но в СНГ, я думаю, что это типа именно не больше там сотни тысяч человек. Именно кто следит прям за единоборствами. И в целом их больше особо не становится. И ММА, да, организации не знают, откуда их брать, вот этих новых людей. Топ-Дог придумал такую для себя схему, вот бокс придумывает, вообще это в боксе, в принципе, распространено, что они постоянно селебов приводят на свои турниры, и селебы как-то тоже свою аудиторию подтягивают. Вот. Как по-другому это делать, я не знаю, но нужно точно делать события, которые выходят за рамки единоборств, если ты хочешь действительно новых спонсоров, новую аудиторию. А если ты хочешь такой быть просто закрытой коробочкой, которая про чисто бои, то в итоге это превращается в ACA. Это, ну, их кейс, он рабочий, но ACA вот на одном уровне уже достаточно давно. То есть у них крутые поединки и все. То есть ACA все знают просто как лигу с крутыми поединками. Ты считаешь, извини, ты считаешь, если ACA приедет сюда, они смогут собрать полную арену? Алматы-арену, я не знаю, мне тоже кажется, что Алматы-арена какая-то, ну не хочу говорить слово проклятая, но очень сложно будет собрать ее, потому что у них тоже сейчас нету локомотивов в Казахстане. Есть Артем Резников, но Артем Резников действительно сейчас не на победной серии, из-за этого, может быть, к нему интерес чуть-чуть упал. Ну, и тоже там будем честными, потому что в Казахстане нужен локомотив казах. То есть нужен какой-то казах, типа Армана Аспанова. Шавкат Рахмонов. Просто Шавкат в России не будет драться. Ну, вообще. Как бы да, уже именно. Я говорю про Арман то, может уже не собрать. Уже выросло большое, огромное Может не количество собрать. поколений, которое не знает кто. Вот, да, то есть Шавкат не будет точно в ACA драться. Арман, он дрался в ACA, поэтому он может драться в ACA. А кто вот еще? Дамир не соберет, мне кажется, тоже не настолько популярный. Я думал, ну, тоже, вот я подумал просто, кто вот популярный, например, Булан Тактар, но он тоже не настолько популярный, он в целом все равно больше. То есть Булан Шлак соберет, Алматы-арену не соберет. Прикольно было бы там Муратбек Касымбай Хейбати, но они тоже там не согласятся в ACA драться. И плюс этот бой уже тоже чуть потерял. Сложно будет, именно Алматы-арену сложно собрать, но у ACA есть тоже их именно фанаты, я думаю, их несколько тысяч, 100% есть в Казахстане. Они будут на турнире, но вот Алматы-арена сколько, 8, да, тысяч или 12? 8 тысяч будет очень сложно собрать. Если какой-то там 5 тысяч соберут, я думаю, ACA, 8 нет. А вы как Сула думаете? Я думаю, если, то есть, кто будет на главном бою, это вопрос Майкла Астра полностью согласен. Если это будет Артем Резников, это должен быть такой Артем Резников, который совершил до этого просто какой-то фантастический поединок и выиграл, и все о нем говорят, и вот тут вторая схватка. Ну, да, В этом там случае, да, может быть. после победы над Юсуфом, да? Да, что-нибудь такое. Да, Арман Успенов, когда собирал полную арену, если ты помнишь, да, ты же был, Да. ну это же был поединок, это прям честь страны стояла против Расула Мирзаева. Это честь страны стояла. Он до этого 3 раза побеждал Ержана Ястанова. 3 раза. 2 раза в ММА, 1 раз по грэпплингу. Столько слов он там наговорил про Казахстан. Все были злые. И поединок с Арманом Успановым у него 1 раз в 2015 году сорвался на Казах Батарлара серия турниров Алаш Прайд.
Они уже все, короче, скорее все, уже афиши, короче, по городу были. На полу ошелохорение. Сорвался этот поединок. Дофига народу купил билет. И вот тут, короче, давай-ка. И Армаша, конечно, не разочаровал. Это было круто. Но нету такого сейчас человека, как Арман Оспанов у нас, к сожалению. Такого своего, родного, который родился здесь, в Казахстане, где-нибудь в ауле, местный, до мозга костей. Такого, к сожалению, я пока, чтобы он собрал Алматы-арену, не вижу. Такого нет. А вот кто наиболее близок, по вашему мнению, к такому статусу? К родному близок Бекзат Алмахан и Азат Мавсун. К родному Алиби Идрис. Это вот, это соль земли наша. Я вам так скажу. Это эти пацаны соль земли. Они, во-первых, родились здесь, в Казахстане. Они говорят с акцентом на русском. Обожаю. Вот это, понимаете? Это наша соль земли, вот эти пацаны. Они местные. Кого-то не назвал, но примерно вы поняли. Ну и опять же, никто из них не может драться в IC, потому что... Нет, просто другой Да, вопрос был. я в Да, принципе просто спрашиваю. интересно именно реальные какие-то сейчас посмотреть кандидатуры, то есть кого вот они могут подписать. Я тоже не могу найти человека, который бы собрал бы. Вот, я говорю только почему-то Еркеблан Токтар. Типа, Не, ну может быть, Исламбек Батаев что-то такое знает, чего мы не знаем. Вот, может быть, может. кого-то, действительно кого-то хочет привезти из-за границы. например. Я не знаю. То есть, может быть, что-нибудь такое. Да, И, даже вот мне не и на приходит. его поединок, может быть, и с других стран приедут смотреть. Может быть, такой план. Почему бы нет? Такой Просто отметать. интересно, кто, типа, вот я просто пытаюсь подумать. А кто? может быть, действительно будет третий бой Юсуф Раисов, Артем Резников. Нет, точно уже не будет. Я знаю соперника. А может будет тогда Эдуард Вартанян, Артем Резников. Нет, Эдуард дерется с Марифом Пираевым сейчас. С Марией Пампираевым. Когда? По-моему, либо в сентябре. Все понятно, все понятно. Вообще, я проводил в Казахстане турнир до этого? Да, мы что что Мы что, что говорили про это? Простите, я выпала из В контекста. 2020 году, получается. У них была самая, я мог сравнить команду ACA, вот помнишь, вот у них были эти англичане какие-то, да? Вот когда я поехал первый раз в Ахтау на Найзу, я увидел там вот эту отлаженную работу пацанов команды Найзы, Карбала. Просто там были наши дикторы, вот такие, короче, есть на движниках пацаны, короче, местные. Но работала так же четко и отлаженно. Вот я был вот этого, я был просто в шоке. Я видел, какой бардак творится и в Октагоне, и в Алашпраде. И я приехал туда, и я увидел такую же отлаженную работу, как была на ИСИ. Просто те на ИСИ говорили на английском языке. Казахша никто не общался. А в Ахтау там все казахша, короче, джигатели. Но работала как часы. Супер. Я был от этого действительно в большом восторге. Так, Виктория, ты бы кого поставила бы главным? Я не думала об этом. Я подумаю. Подумай, да. И Да. потом в комментариях. Вы тоже в комментариях напишите, кто должен возглавить турнир в Казахстане 19 сентября. Может быть, как раз Асланбек Бадаев посмотрит этот подкаст. Он вообще смотрит иногда наши подкасты. И... Серьезно? Да. Зачем? Асланбек, брат, обнял тебя. Ну, не равно. каждый. Ну, все равно, вдруг он, брат, если вдруг смотрите именно этот... это. Я брал у Асланбека, когда он прилетал сюда. Как же его звали? Асланбек. Не-не-не, 93 плюс Зелимхан. Короче, он гран-при выиграл. Ну как, он вышел на замену в самом финале, как я понял. И, короче, какого-то афроамериканца он выстегнул. И они сюда прилетали. Вот он потом, Иса, взрослый дяденька, короче, невысокого роста. Вот он и Асланбек Бадаев прилетал. И как раз таки Асланбек тогда первый раз был в Казахстане. Ермек Тлауов, все, короче, мы их встречали, короче, здесь дядя Расул, короче, да, и вот как раз таки Асланбек, я брал интервью, оно просто потом разлетелось, дофига кто мне его украл, и он как раз таки говорил про Казахстан, вот про чеченский народ, про казахский народ, говорит, я, говорит, столько всегда слышал про Казахстан, я здесь никогда не был, мне там рассказывал и то, говорит, у нас такие теплые чувства, говорит, Казахстан вот очень, и такое классное интервью было, суперское, и тогда вот я первый раз познакомился с Асланбеком, это тоже 2015 год, наверное. И очень порядочный, культурный молодой человек. Красавчик просто. Брат обнял тебя. Так, о чем еще можно поговорить?
Я просто тоже... Я думаю, уже Все, завершаем. А мы не так- хотим поговорить про интервью Шавката? Я просто не смотрел, давайте поговорим. Я видел, что оно вышло на казахском языке. Не Да. смотрел. Я Когда просмотрел его интервью? все. Давай, Офигенная вот журналистка девушка. Вообще просто богоподобная. Ты видел, да? Безумно красивая. видел, Я как несколько она раз ее выглядит, видел но я не видел... ну, с интервью, такими не знаю, глазами, которых утонуть можно. Что, получается, что все, Виктория Фокс? Вообще с такими косичками вообще. Я в следующий Ой, раз Виктория косичками моя приду. коллега, Виктория. Что с тобой, А что, Майкл? она тоже журналист, не коллега твоя? Она нет, не моя коллега. Она не моя коллега. Она моя коллега по Назядай. Вот так вот заговорили. Да, но я не знаю, но все надо... Господи, у меня с тобой рядом никогда не будет всегда. Что тебе прям все надо объяснять, что ли, по Расскажите, что полочкам. вам понравилось в этом? Вообще расскажи про Да. интервью, какие там инсайды, что интересно было. Шавкат Рахмонов заявил, я не знаю, я сейчас говорю про него, если что, да, вы же понимаете, да, как сильно я рискую. Шавкат Рахмонов сказал, что он не хочет рисковать. То есть он будет сколько надо будет, он говорит, да, там год, полгода, да, что такое год, я точно знаю, несколько месяцев, полгода, что он будет ждать титульный бой. Только типа. Да, рисковать и биться по-другому, он сказал, не будет. Вот. То есть, подождите, давайте, чтобы прям слово в слово, как говорится, слог в слог, у меня просто этот кусочек есть, там буквально чуть-чуть. Наверное, ставить не стоит, потому что это авторские права. Подождите. Махач пен Магдалина түгел жеңіп жекпе-жекке шығайын жатыр. Кім жеңеді, мен солмен шыққым келеді. Махач говорит, кто выйдет, с тем буду драться. Не хочу терять времени. Не хочу с тем сначала подраться потом. Если UFC мне скажет, жди, короче. Сколько надо, говорит, буду ждать. Если UFC скажет, просто дальше другой контекст получается. Не хочу идти на другие риски. Вот UFC мне скажет, вот сколько надо ждать, столько я буду ждать. На другие риски я идти не хочу. То есть основной месседж, посыл Шавката Рахмонова в том, что вот именно такой, вы знаете, вот здесь вот идет интересная, короче, такая загвоздочка. Вот, Майкл, мне с тобой хотелось поговорить об этом. Смотри, когда вообще будет биться Ислам Махачев и Мадалена? Примерно месяц. Так, а есть же уже, по-моему, Разве? По-моему, осенью хотел делать будет. Осенью, да? Ну давай так возьмем октябрь. Давай возьмем вариант, если побеждает Ислам Махачев. Так? Сколько боев в год Ислам Махачев проводит в среднем? 2, наверное. Когда он последний раз дрался? Он дрался против кого? Против... Последний раз он защищал титул, задушил Дастина Пориера. Когда это было? Когда это было? Блин, Это было в даты. 24 году. Давай сейчас скажу тебе точно. Давай. Посмотри вот перерыв между поединками. И поймешь, к чему я веду. Мгм. Это мы берем вариант, если побеждает наш брат Ислам Махачев. Ну давай ты пока продолжай еще. Если Ислам Махачев побеждает, я думаю, Он даже с Майкана дрался в 25-м, я еще про это забыл. В 25-м году? году? Дрался Майкана, да. В январе 25-м. в январе 25-го. То есть примерно 8 месяцев, да? Ну, смотри, это же тоже так, там, в 2023 году Хорошо, он ты 3 можешь боя. посмотреть же. Да, вот, в 23 году он 3 боя В провел. 23-м году он был чемпионом, да, уже? Мгм. В 24-м он 1 бой провел. В 25-м пока 1. Вот. То есть мы можем сказать, что полгода перерыв в среднем? Ну, в целом, бойцы... В целом 8-7 месяцев. 2-3 боя, да, максимум. Максимум 3. Максимум 3. Ждем ли мы от Ислама Махачева, через сколько, если он вдруг станет чемпионом, мы будем ожидать его первую защиту? Ну, минимум там 3-4 месяца. Минимум 4 месяца. Минимум 4 месяца. Ну, тогда к этому моменту времени получится, что у нас Шавкат Рахмонов не выходил драться уже 1,5 года. Подожди, ты просто вот сейчас, когда сказал, ну, когда ты слушал, он же вроде сказал, типа, если кого UFC дадут, там же нет? Нет, Я, может быть, ты просто сам переводил. Может быть, я тогда неправильно понял. Давай-ка еще раз. Господи. жалпы енді ситуация бізде өзімде қазір енді Махач пен Магдалина түгел жеңіп жатыр, жекпе-жекке шығайын жатыр. Кім жеңеді, мен солмен шыққым келеді. Маған уақытын кеткізгім келмейді. Тағы біреумен төбелесіп қайттан күтетін. Мен если күт десе, UFC мен күтемін. Жарты жыл болсын, 7 ай, 8 ай, қанша болса да күтемін. Солмен шыға саламын. Жалпы басқа рейстарда барғым келмейді. Жоқ, жалпы енді Я, ситуация... может быть, действительно неправильно говорю. Я
Подожди, вот он, Махачев пен Магдалина Махачев будут драться. Они будут... Кто выйдет, я хочу с ним выйти драться. Не хочу терять время. С кем-то драться, опять ждать. Если скажут UFC ждать, полгода, год, я буду ждать. Джигитер, я все правильно понял, а? Ну, типа, не, просто как ты говоришь, в том контексте, в котором ты говоришь, и опять же, я не знаю, Я может быть... Если скажут UFC драться, я так понимаю, что буду драться. Бауырым, мен дұрыс айтып жатырмын ба? Білмеймін. Екі жақтан айтты ма, смысл тоже түсініксіз бар ғой. Как-то түсініксіз, да, как будто? Вот сейчас вот ты заострил, как будто бы двойной, как будто бы смысл. Потому что он сначала говорит, что я не хочу рисковать. И не хочу терять время на другого. А потом, говорит, буду ждать. А ждать он чего будет? То есть победить, в смысле, титульного боя ждать или что? Смотри, если так, типа, в сентябре, в осень дерутся, например, Махачев Мадалена. Так. Шавкат, он говорил, что только к декабрю минимум будет готов. Вообще говорили, как тебе будет к сентябрю. Я в декабрь слышал. У тебя же, тебе же Эдуард Базров давал интервью. Мы там декабрь. Как декабрь, сентябрь, октябрь, к концу осени, к началу осени? Не, мы говорили про декабрь, я помню. Ну ладно, можем кусок. Я просто что-то запомнил декабрь. Вот, если типа он говорит про декабрь, то в целом, если там вот они подерутся, ему и там Шавкат скажет, там после декабря подожди еще там пару месяцев, наверное, в этом есть смысл. Ну, конечно, если ему скажут, там, жди год. Ну, хотя UFC не будет ему говорить, жди год, зачем это надо. Я понимаю, что ты говоришь, что типа очень типа долго ждать. Да. То есть, если получится так, то что он все-таки будет ждать победителя Махачев Мадалена, то он будет в простое 1,5 года. 1,5 года он будет ждать. Теперь вопрос. А UFC нужен чемпион, который дерется раз в 1,5 года? Вообще, потому что вот самое идеальное для Шавката, конечно, это было... Сколько они ждали Джона Джонса? Это не Джон Джонс. Давайте так, камон. Джон Джонс местный, на английском языке разговаривает. И там, у него там движняк нереальный. Давайте вот так вот. Это Джон Джонс. Это не Шавкат. Шавката UFC, мне кажется, любит. Абсолютно не любят. Вот я вам так скажу, не любят. Я думаю, его не любят. У него нет такой любви, как у Джон Джонса. Ни у кого, наверное, нет. Вот. Так что, то есть, сравнивать с Джон Джонсом вот так, смысла нету. Я имею в виду, что, Майкл, смотри, у Шавката было идеально подраться с Билал Мухаммедом в августе. Помнишь? Нет, не в августе, а в декабре. Я помню. Они UFC-шники, они же к этому все подвели. И Билал дал, короче, слово. Все, я следующим буду биться с тобой. И Лора Санка, там что-то какие-то движения там с Малахаями, т.д. И это все было на этой волне, там все круто вообще сетовалось. А потом вышел Иэн Герри. Ну, Билал пальчик, да, заболел. Да. Тогда в тот момент. Но опять же, смотри, сейчас точно никто не обсуждает, собственно, бой. То есть я имею в виду, если бы была бы такая вероятность, что Шавкат будет драться с победителем Мадалена Махачев, я думаю, мы уже такие движники уже видели вот сейчас. Я, кстати, не соглашусь. То есть смотри, сейчас в любом случае... Ну, ты можешь соглашаться, конечно, я согласен. У них сейчас есть бой. Уже точно бой. Джек Делл Мадален и Ислам Махачев. Все остальные. Ну, как это там было? Леон Эдвардс, Билал Мухаммад. Вот сейчас они вот этот бой сделают, когда они уже будут его, там, все, он финализируется, тогда уже они могут говорить, там, кто следующий. Там, то есть мы ждем. Если конечно, такое будет, значит, я не прав. А если не будет, то прав я. Пока мы не посмотрели этот бой, там вообще может быть все, что... Знаешь, потом они скажут, пусть будет реванш еще сразу. Вдруг у них там будет бой равный. Или, может быть, сразу мгновенно реванш дадут. Мы же не Тогда знаем. что, брат? Вдруг там Илья Топуря, потому что сказал, я за Исламом пойду. Тогда, когда Шавкат будет драться? Не знаю, но вот... И с кем он будет драться? Я вообще думаю, я вот так вот, да, вот, вангую. Если Шавкат до конца года не подерется, я не удивлюсь, если он 105 вылетит. А кто заменит? Подожди, вот давай, предположим, Ислам Махачев выиграл. Ну, Уже ничего, на одну да, позицию. нет, Ну, как это как? В топ-5 ничего не поменялось. Почему? Уже на одну Ну, окей. Мадалена вниз пойдет. Ну хорошо. Шавкат уже на одну строчку пойдет вниз. Он уже станет 4-м. Окей. И до конца года, если что-то там поменяется, еще одно, и он уже может вылететь из топ-5. То есть нет, я говорю то, что это просто математика. Нет, окей. Когда человек В не любом дерется случае, год, Шавката. всякое может быть. Он же был 2-м.
У Шавката, Стал третьим. у него 19-0 в любом случае, и его UFC ценят за эти 19-0, у него 18 досрочек, так что даже при самых там плохих, там, не знаю... Но это не Олимпийские игры, знаешь, Майкл, Нет, я потому что к тому- ты вот, я никому не говорю, что победил, это не если ты не Олимпийские. побежденный, значит ты, короче, по-любому получаешь вот это олимпийская тема, система, Нет, там, нет, знаешь, нет, там. как раз не олимпийские. Это, ну, здесь, если ты не проиграл, то значит ты стабильно будешь драться как минимум за олимпийское золото, Это, такого это нет. актив, ну то есть Шавкат свой. Это да, там, актив. я понимаю, что там такой актив, но у них там, если посмотреть, там у них есть чемпионы Ну, с нет, проигрышами. да, так я тебе говорю. То есть это не имеет значения вообще. Меня очень ценит сильно 0 в UFC, поэтому сейчас вот или это Мавсару Кури, дадут, да? Мавсар Да, сейчас с кстати. Аароном Пиком будет Вот. драться. Ну, Мавсар, Мавсар. у него другая ситуация, что у него есть сплиты, у него решение в основном, а здесь типа все равно Шавкат там в супер позиции какой-то стоит. Но я согласен, что если он там будет 5 лет простой, у него Да будет... какой 5 лет? Я говорю, достаточно 1,5 года. Не уверен про полтора года. Сколько? Хорошо. Вот, я говорю, 5 лет, конечно, точно уже там не будет. 5 лет? Так, Серьезно? Да. Ты только вот 5 лет, ты не берешь вообще Два 2 года. года. Такие были случаи, когда после 2 лет все равно боец типа интересный, актуальный. Если у него хороший рекорд, то ну, в UFC такой бывает, потому что сейчас травма. Ну, может быть, это все опять же не Олимпийские игры, все что угодно может Да, произойти. но, короче, конечно, типа Не, Шавкату в этом году надо кровь из носа драться, чтобы оставаться в топ-5. Если он не будет драться, он может потерять свое место. Просто потому, что другие дерутся и заходят туда. Вот и все. Я говорю, даже если Ислам Махачев победит, Шавкат уже на одну строчку пойдет вниз. Только потому, что он не дерется. Шавкату надо подраться, когда UFC будет в Белом доме. Это через год? А, это через год? Это через год. Я просто сказала. 4 июля 26 года. Ну, я как понял, что это еще бумаги не подписаны. Ну да, ну если, Да, если да, такое желание. произойдет. Будем тоже там. Ты что смотришь? Я смотрю просто этот, Чимаева же тоже много не было. У него были перерывы типа в год, вот, поэтому... Господи, ну давайте тоже не будем Нет. сравнивать Чимаева Ну. с его английским, с его харизмой, с тем, то, что он там и так, с его драками за сцены. Пожалуйста, это У же... Шавката у своя Шавката харизма и тоже, у Шавката своя тоже. Слушайте, вот история смотрите, классная. смотрите, ребята, она супер классная для нас. Ну нет, его же любят. Вот смотрите, вот да, мы с тобой вчера общались. Халил Раунтри, Джамал Хилл. Мы про это говорили? Значит, я не с тобой общался об этом. А. В Баку. Вы смотрели этот бой? Мгм. Сколько народу было? Мало. Вот точно так же у американцев к Шавкату. Поверьте мне. Нет. Потому, неправда. почему нет? Это обоснуйте. зафиксировано? Я привел пример, а вы приведите, Привел. приведите Я видел контрпример. бои Шавката на UFC, и там не уходят люди в зал. Он с кем дрался? Последний раз? Да. С Гэри. Ну, Гэри все-таки Не, у Шавката в принципе, не было такого, что с его боев уходили люди. Хотя вот в бой Раунтери действительно... Я к чему говорю? Я говорю к тому, что люди, которые платят за это все, хотят слышать, разговаривать с человеком на английском. Не знаю. Он учит английский. Мне Не, кажется, ладно, он сейчас не будет учит, другой не уровень. учит, он не говорит на английском, и, наверное, он говорить не будет, но в чем прикол? У него есть своя изюминка у Харизма, Шавката. Он безусловно. реально, он типа такой молчаливый убийца, офигенный рекорд. Вот то же самое сейчас Оралбая, его капец Оралбая, правильно так говорить. Просит интервью Его поставить, я даже с обожают, ним, да? Оралбая реально обожают. Вот это прикол его, что он просто, у него внешность типа нестандартная, и он такой типа молчаливый, сильный мужик. И типа американцы там его обожают. Вот Оралбай, сейчас у него там фан-база огромная. Ну, окей, я просто Нет, я придерживаюсь другого То есть, мнения абсолютно. типа, действительно, Шавкату... Я надеюсь, у меня не было никаких оскорбительных слов. Я не услышала. Все же вырезали. Зачем вырезали? Все оскорбительства. Да не было у тебя. Все Кто его знает, вдруг? Я считаю, каждый имеет право на свое мнение. Вы Осторожнее, Виктория. что? Вдруг уволят вас за такие слова. Очень даже вероятно. Поверьте мне. Здесь не бывает двух сторон для сотрудников. Я прям в этом уверен. Надо не забыть вам сказать, что у нас вышло приложение Найза, которое можно, во-первых, скачать. В нем можно смотреть прямые трансляции турниров Найза. Совсем скоро будет очередной турнир. Будет он в городе Октау, правильно? Мгм. В городе Октау. В главном боевечере, как мы сегодня узнали, будет драться Нурбек Абдрахманов, защищать свой титул. Болеем за Нурбека по-любому. Против бойца из Китая, который дрался, как Виктория нам рассказала, в UFC и в Road to UFC.
Кроме того, там же будет очень классный бой Абу Нурбулата и Шарапудина Магомедова. Я вам точно говорю, что за этих бойцов ручаюсь, уровень у них большой и история очень конкурентная и классная. Кроме этого будет еще, наверное, 12 поединков. Карт полностью будет совсем скоро выложен в наши другие социальные сети. Это и наш Инстаграм, и наш ТикТок. На них тоже подписывайтесь. Не забывайте про наш ютубчик. Смотрите нас здесь. Почти каждый понедельник на NiceDay подкасте мы выходим. Сегодня вторник, потому что вчера был выходной. Но в любом случае всегда с вами, всегда вас слушаем. Читаем ваши комментарии. Даже очень оскорбительные, но в любом случае всегда делаем это с улыбкой. Кроме того, еще у нас есть сайт. О нем тоже не забывайте. Но Сула для вас подготовил очередную лютую цитату, которая, скорее всего, изменит вашу жизнь. Давайте послушаем. Марк Твен говорил, что существует два главных дня в жизни каждого человека. Первый день, когда он рождается, а второй день, когда понимает зачем.